Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, Назарке. Пожалуйста, слышу. Добрый вечер, уважаемые наши все слушатели, уважаемые наши подписчики, уважаемые ученики. Добро пожаловать на сегодняшний вечер. Да. Вообще, изначально, если можно, я чуть-чуть вкратце расскажу, почему мы сегодня решили именно такой прямой эфир организовать, именно такой формат. Вот, мы с начала рекламной кампании, вообще, когда уже фильм был готов, когда начали про фильм рассказывать, проводили разного рода, разного формата прямые эфиры, вы общались с разными экспертами, но мы поняли, что у нас не хватает такого эфира, где мы говорили бы об этом проекте изнутри. Рассказали бы о нем более подробно для наших слушателей, для нашей аудитории, для наших читателей, раскрыли бы эту тему. Вот. Поэтому в связи с этим решили сегодня организовать такой прямой эфир. Вот. И если вы позволите, Сайдмурат Раджабович, сегодня я буду в роли журналиста. Хочу вам позадавать несколько вопросов. Давайте более шире, более объемно раскроем фильм, более глубже копнем. Также есть очень много вопросов, которые вам не задавались по этому проекту. Поэтому давайте приоткроем занавес, да? Пока тогда комментарий отключите, чтобы не отвлекать людей, и давайте начнем. Ну что ж, давайте начнем говорить. Изначально наши слушатели наверняка об этом знают. Рабочее название фильма было «Наставник». Да. Но потом мы решили поменять название фильма на «1 на миллион». Да. В связи с чем было принято такое решение? Она была такой, когда мы посмотрели фильм, сначала мы действительно была наставник, но когда мы посмотрели фильм и видели, что в фильме весь мой путь невозможно на одну серию фильма показать. На одну полуторачасовой фильме показать невозможно. И мы поняли, что она не раскрывает мою реальную, например, жизнь как наставника. И тогда посыл пошло не как образ жизни Довлатова, а пошло как для зрителя, для слушателя, для зрителя, чтобы вся фокус был на него, и чтобы зритель мог бы после этого фильма быть в выигрыше, после этого фильма брать для себя самое нужное. Идея была именно в том, чтобы после фильма у зрителя была самые яркие, можно сказать, чтобы он после фильма пошел и начал планировать свою жизнь. Другими словами, вот такое. Чтобы он мог после фильма просто пойти и начинать действовать, что-то начинать делать. И главная идея была в этом. Поэтому все посыл направлено на зрителя. Все посыл. Поэтому 1 на миллион, это означает, что хоть 1%, если шанс остался, его попробую использовать и так далее. Поэтому, но потом будет сериал после этого фильма. Когда сериал будет, вот в сериале будет «Путь наставника». А вот «Путь наставник» 5 серий. Вот там все по полной программе, детально до мелочей. А вон там, конечно, реально видно путь наставника там. Как реально выходит. Поэтому вот этот фильм, который сейчас сделан, она максимум посыл для зрителя. Поэтому меняли мы название. Мы провели маркетинг, провели исследования, как скажут, собрали мнение экспертов, именно консультантов, которые профессионалы в этом сфере, и они, исходя из всего этого, когда они понимали нашу цель в чем, и тогда все вместе пришли к решению, что 1 на миллион, один из самых лучших названий, подходящий для этого фильма. Да, совершенно верно. Я хотела чуть-чуть к концу эфира приоткрыть эту занавес и рассказать про сериал, но вы уже в начале... Хорошо, ничего. Ага. Скажите, пожалуйста, изначально вы в прошлых прямых эфирах говорили о том, что до Мухиддина было очень много предложений. То есть вам Мухиддин — это 6-й человек, который вам предложил идею именно снять фильм. Почему именно Мухиддин? До Мухиддина мне предложили два человека предложили с Казахстана. Два компании в Казахстане предложили снимать мою историю, кино. Но я читал на тот момент, что я еще не готов. Я сказал, что я еще не готов, и я хочу, чтобы у меня еще... По моим понятиям, мне показалось, что
должно быть еще немножко времени. Я хотел, чтобы больше результатов было, больше мои ученики были успешнее и так далее. Поэтому я акцентировал на это. И потом мне в Кыргызстане предлагали. В Кыргызстане тоже предлагали снимать мою историю. Тоже в 2014 году предлагали. Потому что они видели, как я по всему Кыргызстану. В 2013 году я по всему Кыргызстану раздал благотворительные книги. По всему Кыргызстану все 11 классникам. Да? Все 11 классникам раздал благотворительные книги. Это книга «Мой гениальный ребенок». Это проект. Был очень супер проект. Это сильно помогло многим молодежям, просто очень многим людям это помогло. Огромное количество людей были благодарны. И в 2014 году предложили мне снимать про меня этот фильм в Кыргызстане. Я сказал, что я еще не готов. Мне нужно, чтобы еще дальше расти, определенные вещи сделать и так далее. Потом мне предлагали с Узбекистана. Кстати, с Узбекистана предлагали мне снимать сериал. Весь, чтобы на один фильм это невозможно было на одну серию показать, предложили полностью. В общем, с России один человек предложил. Я все это анализировал. Потом шестой человек был Мухиддин Музафар. Мухиддин Музафар предложил снимать фильм, но я задумался, я сказал, давай я подумаю. Но я потом сначала наблюдал за Мухиддином. Я посмотрел его работу. Тогда он мне показал в широком формате, хорошо, свой фильм «Паймон». Первый кино, который у него показали, мне «Паймон». Второй «Паймон», когда он снимал, я чуть-чуть инвестировал в нем. То есть спонсировал его проект немножко, небольшой. Я хотел посмотреть его талант, его умения, его способности. А потом, когда он... фильм снимал 12 лет ожиданий, и в нем тоже я это вкладывал. Но в нем я даже роль учителя играл. Это судьба, реальный случай жизни, судьба девушки, которая 12 лет ждала своего мужа, который уехал в Россию как гастарбайтер поработать. Уехал в Россию и получилось, что как уехал на заработки и так и остался в России, это парень. И так, я не знаю, что-то по воле судьбы, что-то случилось, что он попал в тюрьму. И девушка 12 лет ждала его. Ты представляешь? 12 лет ждала его. А когда муж вернулся, он вернулся, женился на другого. Представляешь? Когда эту историю слышал, это меня ранило сердце. Очень сильно ранило мое сердце. И это была реальная история, снятый фильм Мухиддина Музафара. Я тогда, когда этот фильм посмотрел, я понял, что он может мою судьбу правильно вытащить на экран. Потому что это очень сложная вещь. А я ему сказал, если ты хочешь мою судьбу показать на экран, твоя задача изнутри меня знать, иначе это невозможно. Да. И он почти 3 года со мной жил. Почти 3 года. Например, промежутками. Он приезжает, где-то 20 дней со мной живет, а потом уезжает. Это все приводит на бумаге, потом приезжает. Например, он ездит к Москве со мной живет. Я как работаю. Он видит, как я консультирую. Он видит, как я день и ночь активно работаю. Он видит все мой образ жизни изнутри. Он жил, как я. Он иногда истощался, на ногах еле стоял. Он говорит, я, Давлатов, как жить не могу. Я говорю, ну ладно, это твой выбор. Если ты хочешь показать мою жизнь, тебе надо жить, как я, в моем ритме. Понимаете, говорят, что чтобы понять человека, надо на его обувь проходить немножко. Так же. Он, например, был у меня в селе, он, наверное, общался со всеми моими учителями, почти те, которые живые, конечно, те, которые умерли, так. Но с моей мамой, с сестрами, братами, соседами, там все. В общем, почти... Я бы сказал, 70-80% людей, которые меня знали, он общался. Потому что я ему сказал, я не хочу просто тупой фильм, мне не нужен. Я ему сказал, извини, я не собираюсь такое делать. Потому что это моя жизнь, и я хочу, чтобы это осталось в историю правильно, как есть. И даже когда меня у его сценаристы из Санкт-Петербурга были, он сидел там и делает, отправляет, и мне сценаристы пишут. Из того, что он видел, из того, что я говорил. И, например, если я вам какую-то ситуацию рассказываю, он это все идут еще спрашивают у тех, кто были участники. Например, если я говорю, что у нас была компания такой, он пойдет туда с моим сотрудником, тоже спрашивает эту ситуацию, чтобы понять с их точки зрения, как это было.
Если я говорю, что там, представляешь, вот, если я говорю, что в моем детстве было такое, он пойдет с моим соседом спрашивать, это действительно ли так или как это было? С точки зрения, мои учителя спрашивают, с точки зрения, знаете, все, кто был хотя бы связан или со стороны наблюдателем, он почти 70-80% людей спрашивал. И фиксировал только те моменты, которые были действительно со многих ракурсах были одинаковые. Вот их фиксировал. А те ситуации, которые мне показалось так, а другие со стороны думали по-другому, он их просто не поставил туда. Почему? Потому что однозначные вещи надо было ставить, как факты. А потом, когда сценаристы мне сказали, это слишком, даже был момент, когда сценаристы сказали, у вас в фильме слишком идеальный человек. Слишком идеальный человек. Нужно все приделать. Нужно там какие-то добавить, какие-то там, в общем, куча всяких, в общем. Такие надо добавить. Это так должно быть, это так художественно, так надо делать. Я отказал от всего. Я сказал, нет, почему это так не должно быть? Почему? Это же не надуманный сценарий. Если надуманный сценарий, вы добавьте всю фантазию, которую хотите. Но извините, это моя жизнь. Завтра через 100 лет или через 200 лет. Однозначно цифровая технология, она остается однозначно. И потом будущее поколение что будут думать? Ой, Довлатов так жил. А я не хочу такое. Пиши как есть. Если я какой есть, такой покажи его. Вот и все. А нравится, не нравится кому-то, это его проблема. Просто покажи как есть. Да, поэтому, вот, дорогие друзья, да, учитывайте, что этот фильм, он полностью снят на реальных событиях. Там нет никакой художественной какой-то окраски или еще чего-либо. Это чистая биография главного героя. Да. Если, например, если зритель ожидает из этого фильма какой-то, скажем, какой-то, говорим, специфической фантастики, вот это взрыве, вот это такое, я должен вас разочаровать, в моем фильме такого нет. Потому что в моей жизни есть в реальности, как и была такая картина в фильме. Да, и в картине, кстати, есть несколько таких сцен, которые действительно человека, можно сказать, заставляют задуматься. Потому что я очень хорошо помню момент, когда мне скинули первый монтаж фильма, и как помощник продюсера, как продюсер этой картины, мне нужно было тоже посмотреть эту картину, оценить и дать от себя обратную связь. И на тот момент, я помню, когда посмотрела ту картину, где главный герой, не буду говорить, где это было, но где герой просыпается и вылезает из картонной коробки от холодильника зимой под снегом. Эта картина действительно очень сильно на меня повлияла, и автоматически я себя перенесла на место этого человека. Я задумалась, смогла бы ли я так пережить эти трудности, и действительно поняла, что не каждому человеку дана такая судьба, во-первых, и во-вторых, не каждому дано это пережить, то есть пройти именно через такие трудности. Хорошо, Саймурод Раджабович, расскажите, пожалуйста, такую вещь. У нас география фильма, она очень большая, очень широкая. Даже в Нью-Йорке снимались, да, несколько эпизодов фильма. Даже там побывали мы с камерой, сняли несколько кадров картины там. Вот. По какому принципу отбирались актеры? Отбирался съемочный состав? Это, смотрите, знаете, была большая группа людей, больше 40 чем-то человек ездили там, например, группа, команда Мухуддина. Видите, это Сухтсинемо и Втуромагном. Я для этого открыл отдельную компанию. Втуромагном открыл. Это компания, которая занимается будет в дальнейшем развитии киноиндустрии и так далее. Я никогда не делаю одноразовые вещи. Я не хотел делать одноразовые вещи. Я сидел долго, думал, если я буду снимать фильм, если я буду вкладывать в это время, деньги и так далее, усилия, я хотел что-то сделать такое, что раз я на это вложу деньги, время и так далее, пусть это будет одно из направлений моих бизнесов, во-первых, и во-вторых, что-то систематичное, долговременное. Я не могу просто деньги взять, выкидывать на ветер. Это мое мышление не такое. Мое мышление, оно другое.
Я хотел вкладывать что-то фундаментальное, чтобы, например, потом в это направление постепенно принести пользу и так далее. Поэтому, а что касается выбора актеров и так далее, это все делал режиссер. Я это не занимался этим. Эти вопросы вы можете задавать. Будут такой прямой эфир с Мухуддином, вы можете ему задавать эти вопросы. Как он подбирал актеров, что подбирал. Я, например, никогда ему не говорил, вот этого бери, или того не бери, или это подход не подходит. Я не режиссер. Хотя пошел, прежде чем сниматься этот фильм, я пошел короткосрочный курс есть там, да, преподаватели, которые гики преподают, есть такой курс специальный, я пошел туда учился. Я учился онлайн обучение, именно полностью все, я учился на сценариста, на на продюсера, на режиссера. Я все 3 курса прошел, чтобы понять, как в этой индустрии что-то можно добиться, что-то можно делать и так далее. Поэтому это было необходимо. Я сам прошел это все пути, чтобы понять, что надо делать, как надо делать. Поэтому, потому что это такая индустрия, что это невозможно пойти в базар, увидеть и сразу понять. Это, например, магазин одежды, вы зашли в магазин, купите, не купите, ладно, посмотрите ассортимент, поймете там, скажем, как укладка товара, вы поймете там сервис. Извини, киноиндустрия это такой закрытый рынок, что там маленькими деньгами лезет вообще нельзя, во-первых, и вообще туда не стоит вообще появляться. Если ты не хочешь что-то серьезное делать, не стоит. Это не ради забавы и не ради удовольствия. Это очень-очень дорогостоящий рынок. Поэтому я открыл кинокомпанию, и все выбор актеров отдал самому режиссеру, потому что я не хочу лезть на его территорию. Нельзя. У него, он профессионал, пусть сам делает свое то, что он знает. Я помню, что от вас было такое пожелание о том, чтобы этот фильм, актерский состав этой картины был международным. Я очень хорошо помню этот ваш запрос. Да. Почему я хотел, чтобы актеры были международные? Потому что, моя жизнь такова. Я сказал, в Казахстане бери казахстанских людей, в России бери российских людей, в Кыргызстане бери кыргызстанских людей. Я так хотел. Почему? Потому что я хотел, чтобы было как есть в моей жизни. Я в Казахстане живу, и сколько у меня хороших друзей и так далее. России, или там Украине, или там Беларуси, или Кыргызстане, Узбекистане. Я сказал, в каждой стране были те актеры, которые действительно именно в такой роли играли в мою жизнь. Потому что в лице одного человека целая нация играет. Понимаете? Например, когда ты знаком с одним казахом, или киргизом, или узбеком, или там, не знаю, украинцем и так далее, ты же говоришь, он же украинец, ты же подсознательно это понимаешь. Поэтому в лицо одного человека люди воображают целую нацию. Поэтому я очень хотел, чтобы так и было. Это было мое пожелание. Конечно, мне было бы дешевле все взять из Таджикистана и все играть там прямо даже в самом селе, и никуда не поехать, не тратить деньги и так далее. Но это была бы не моя жизнь. Да. Я сказал, нет. Можно было это декорации придумать, там такое, там, обычно же так некоторые делают же на компании, чтобы дешевле обошлось. В городах строить из муляжа и так далее. Я сказал, нет, такое не пойдет, это не мое. Я хочу, чтобы в реальности постараться максимально сделать реально. Даже